Всем доброе утро, 16-й день татарской кругосветки, время 5:10, я собираюсь потихоньку. Сегодня план доехать до Альметьевска, а это примерно 110-115 километров. Ну что ж, ребят, время 6:17. Стартуем. Первая цель Новошишминск. Хе-хей! Какая боль! Какая боль! Аргентина, Ямайка 5:0. Какая боль! Какая боль! Екатерининская, сельская, поселение. 5:0. Тут под Новошишминском ведется строительство какой-то новой трассы огромной. Не знаю, что за трасса. Команду братьям, не подымая кулак, ты летящий вдаль, ангел, ты летящий вдаль, ангел. Фу, до мурашек. Ты летящий вдаль, беспечный ангел. Заметно под музыку добрались к деревне Екатерининская Слобода, по-моему. И тут до поворота километр с небольшим. Надо же, блин, как заряжает вот этот вот настоящий русский рок. Ария, Чайф. Я прокричался прям, знаете... Ну все в тему, там ты летящий вдаль, ангел. Да. Потом ой-ё. Чайф покричал, тут вообще, знаете, ребят, заряд такой энергии на весь день. Уф. Дорожка не очень, здесь вся в заплатках. А название-то какое? Слобода Екатерининская. Как будто тут след Екатерины II был. Ну, здесь, да, старинная церковь есть, она, правда, в другой части деревни. Вот. Ну, это последний населенный пункт перед Шишминском. Слобода возникла в 1765-м, в то время существовала канцелярия поселения отставных военных чинов, учрежденная в 1736 году именным указом императрицы Екатерины II. Вот так-то, то есть достаточно... интересное старинное место. Я проезжаю, связанное соответственно, поселением военных чинов. Сейчас население в районе 500 человек. Вот. Здесь еще недалеко нефтепромысел ведется. Ну, местность такая, да, изрезанная. Тут много ручьев, оврагов, лощин действительно. Заключительный подъем перед Шишминском. Вот такие поля желтеющие, уходящие в горизонт. Уф. Уже подпекать начинает. Сегодня тоже жаркий день будет. Ночь теплая была, кстати. Вот. Ничего, сейчас быстро мы куда-то мчим уже.
Минск. Церковь на горе стоит. На той стороне, но опять же неудобно. Сегодня церкви что-то мимо меня проходят. Или я мимо их. Еще раз привет, Новошишминск. Здесь, оказывается, 4500 человек проживает. Я думал, поменьше. Вот. Основан в 1610 году. Здесь была построена военная крепость Новошишминский острог на Закамской засеченной черте, около которого со времени появления Слободы, Петропавловской, Екатерининской, ну то есть и Свободы вдоль этой линии появлялись. Первым поселенцами было 100 стрельцов с семьями, переведенных на Ишишминского острога. Новошишминск пострадал в ходе подавления вилочного мятежа 1920 года. С 30 года центр Новошишминского района в составе Чистопольского района снова и вот восстановлен в качестве района только в 1983 году. Кафе есть, гостиница есть, все есть. Какой-то империя. Не, я заезжать не буду, у меня есть что поесть. Мне бы охладительного что-нибудь купить такого бодрящего в магазине. Да, вон она церковь. У меня путь как бы даже в ее сторону лежит. Там больше старая часть города, как понимаю, а тут это выселки, заселки. Да, мне в сторону Новотроицкого, Нижнекамск справа, Чистополь налево. Вот где тут магазин искать, я не в курсе. Где-то надо проехать поискать. Что тут интересного? То, что церковь на горе стоит. Пока что вот все интересности. Саратовский лимонад взял, сейчас попью. Как-то это надо взбодриться, прийти в себя. Кафе «Удача». Ну что, советую заезжать. Тут шаурма, в принципе, неплохая. Около церкви, тут недалеко, на улице Набережной. Выдвигаюсь в Альметьевск. Не знаю, жара такая будет. Надо как-то спасаться от жары. Взял колы. Итак, Новошишминск проехали. Суходол. Вот здесь лошадей выращивают. Табун 1, 2. Ну, то коровы. Блин, ветер встречный. Это немного сбивает темп на 3-4 километра. Но сейчас буду поворачивать я. Опа. Жарковато. Здрасте. Минералочку холодную вам. О, у меня есть вода, ну давайте. Конечно, держите холодную взял. Буду пить ее в первую очередь. давайте. А вы из Шишминска? Да, здесь. Что здесь интересного есть? Да, практически ничего. Ну я вот тоже заметил. Ну церковь такая, ничего, и в принципе все. Ну, вы-то проехали только немножко, остальное... Ты отсюда ехал? Да. Да, я вот так вот вокруг объехал, через в церковь. объездную. В церкви подъезжал, вот в кафе заезжал. Угостили меня минералкой сейчас. Минералка, кстати, очень хорошо, наверное. Соли-то выходят. Вот. Я уже не знаю, куда воду цеплять. Зацепил ее на багажник. Капец моему багажнику пойдет.
Алексей с 3-го, вот спасибо, и в Новошишминске меня смотрит теперь. Спросил, говорю, ну что у вас тут интересно? Да, говорит, ничего нет. Церковь там и все. Я так и заметил. Ну не, ну что, молодцы люди. Чувствуется тоже такой же дух степной, вольный, как у нас в Казахстане. Замученный дорогой я выбрался из сил, и в доме наших пересекая нашего попросил. Ух. Так, ну что, подъезжаем к Петропавловской Слободе. То есть здесь вот прям действительно слободы, места, где отставных военных разных чинов селили вдоль этой линии засечной. В случае войны они могли встать на защиту Родины. Вот. Еще здесь казацкий край был, как мне сказали. Вот там вот церковь Петропавловская 1885 года. Тоже в таком достаточно шатком состоянии, я бы сказал. Блин, 3-ю церковь подряд пропускаю. Еще одно село в этой гряде. Андреевка. Я вижу там старый каменный дом. 10, наверное, окон. Вот. И тут же подъем у меня потихоньку. И все-таки идут подъемчики. До Альметьевска 75. Спуск. Вот уже такое, да, пошло. Если это Шишма, значит это Новотроицкая. Низина такая, техника там едет. Холмы залесенные. Качалки нефтяные. В общем, ляпота. Еду уже свой 50 километр за сегодня. Да, чудовое место. Иначе не назовешь. Ну, панорама у меня 360 вокруг этого села. Все, уходим от Шишмы, соответственно, из Шишминского района потихоньку выезжаем к Альметьевскому. Что хочу сказать, это уже 22-й район, это Альметьевский, Новотроицкая в составе Альметьевского района. Основана в 18 веке, ближе к концу. Население сейчас более 1000 человек. Вот церковь, соответственно, Троицкая. Место отличие на реке Шишма, на возвышенности. И вот здесь, если выехать напрямую по дороге, 50 километров всего лишь до Альметьевска. Чуть не оглох. Слушайте, ну необычно вот это вот смотрится, как единая конструкция. Сливается так. Подъем тут такой незаурядный. Уф. Еще какие-то памятники стоят. Ну да, такая русская деревенька. Вот, блин, подрезает. Чисто морально так давит. Такие небольшие спуски и потом взлеты на горку кругом. Это называется куст скважин.
мосты тут и скважин. Много нефти. Через 200 Исторический метров момент. поверните направо. Вот она, эта трасса, по которой я уже ехал с Чистополя. Эхе-хе-хе-хе. Вот здесь остановка. Я до следующей, наверное. Тут недалеко должна быть деревня. Дымкош. Село Ямаши. Тут прям это очень много качалок, тоже куст. Село Ямаши. Немного красоты с Альметьевской трассы. Село Ямаши. Там еще вон и спуск сейчас будет. Круто. Да. Кругом качалки. Ветер. Ветер сдувает. Это фигово. Это показывало, что ну вроде как спусков, подъемов нет. А вон опять спуск. Кажется маленький. Вверх тяжело карабкаться, да и спускаться тяжело. Ветер, машины, жара. Все, короче, смешалось. Вот котика встретил, накормил его. Кушает. И опоел. Вот еще он напасть. Кажется, дождик будет. Он двигается. Охренеть. Я прям на эту молнию еду. Ну, дай бог закончится, но сейчас помолнюет и разбежится. Дождь пошел. Я решил спрятаться в кусты. Тут вон небольшая туча. Вообще, блин, хоп-хоп 5 минут пришел. Блин, вот эта буря пронеслась. Ёшкин кот, и градом меня посыпало. Охренеть. Сейчас переодеваться надо. Ну чё, старт. Где-то минут 40-50 потерял. Ну, вот как-то так. Сейчас и рюкзак вроде получше сидит. И подсохнет, я думаю, и все. Единственное, обливать меня сейчас будут. Ой, ребята, ну не советую в такое попадать. Ну и нафиг. Мы снова на трассе. Е-хе! Блин, мама, спасибо Богу за все. Ой-ой-ой. Дождик мелкий продолжается, но комарины дождь не страшен. Сейчас буду согреваться, обдуваться. Ох, тут лужи. Ха-ха-ха. Альметьевск, ты меня добить решил. 16-й день. Не, ну это я испытал очень много таких чувств сложных, сложно описуемых. Конечно, всегда вот в таких ситуациях переживаешь, а ничего ли не случится там вот дерево не оторвется ли от ветра, еще что-то, потому что всякое может быть. Это риск для жизни. Ну и беспокойся все равно за себя, за близких в такую минуту.
Тут говорю, что сегодня еще грунтов не будет. Это не грунты, это бездна, но все равно. О, это жесть. Да, с километра полтора тут ремонт. Ладно, это моя стихия. В принципе, по набитому еще, ну, по накатанному. Я могу даже ускоряться под пятнашку. Тут тем более спуск. Только мараться не хочется опять. Короче, вот такая тема. Машины кругом, не проедешь. Тут вон грязь. Вот такие машины могут столкнуть просто-напросто. Место узкое. Вот жду, пока трафик кончится. Это месиво было, ребятки. Конечно, у меня и сложнее был участок, когда я в поле барахтался. Но тут же еще машины. Испытание то, блин, заденешь в грязь. Даже не травма, вот это вот моральное состояние надо беречь. Показывать ему уверенность свою. Вон едут, все смотрят на тебя, там человек 100, 200, 1000, это жесть. Дорогу поливают. Видимо, асфальт поклали, сейчас от чего-то ее смывает. Хотя дождь был, не понимаю. Но делаю все на высшем уровне. Ух. Алексеев 102. Ну, наконец-таки закончилась эта 5-километровая эпопея. Сейчас, правда, спуск. Потом подъем. Ну, блин, я думаю, уже километров 15 отошел, еще 20-25 до Альметьевска. Ну, может, 30-ка. Сейчас вот и солнце появляется немного. Просохнется, проверится, может быть, все. 222. Это 222 от Казани. Кто-то думает, я напрямую поехал 222 километра. Ага. С учетом сегодняшних, наверное, будет уже 1500. 1500 ехал до Альметьевска. Да, такие дела. Вот такая мне пологость уже нравится. Можно и разогнаться даже. 11-й спуск. И 11-й же подъем. Блин, ну сколько можно? С Чистополя я считал то ли 37, то ли 36 тут до Альметьевска. Я сколько сократил, все равно вот уже в районе 7-8 по этой трассе проехал. Блин, ветер сдувает. КамАЗ еще, йоу. Тыгы-дыгы. Поселение Кичуи. Это крупное достаточно поселение. Я смотрю, нефть добывают, качают и все такое. Заправка. До города там 15 километров. Поем там. Заехал на Татнефть. Взял выпечку, тут чебурек, треугольник, чай, вкусно, сникерс поел. А то это устал я очень сильно. Энергия на согревание тела во время дождя ушла. Подъемы тут было в районе 7-8.
Вот, и решил зарядиться еще. Внутри, короче, поставили, не разрешили в той комнате находиться. Что-то как-то нельзя, там нельзя, это. Как будто я лезу в чьи-то вещи. Ну ладно. Значит, так положено. Тень плывет. Набережной Челны, молодежный дербень. Дербень день. Да, на Челны поеду, но не завтра, а послезавтра, дай бог. Шутно появился указатель на Альметьевск. До кольца 13 километров. Нагорная. Вот он подъем. 15 на сегодня. Ну, по-моему, точно заключительный, там уже все. Тут просто долина реки Кичуй, поэтому... Можно сказать, любимый мой подъем Альметьевский. И в тот раз я у него офигевал, и сейчас очень сложный. Вот какой подъем. Последний 100% я вспомню. Альметьевск. Ужас какой. Я заехал по другой части, где я не был. Тут вон спуск, блин. Эх, о, велодорожка. Ничего так, мне нравится вечерний Альметьевск. Все просто огромный город. Вопрос, где я буду ночевать. Хостел, наверное, надо искать. Не хочу я что-то как-то под такой себе дождь попал, уже не хочется больше. Кстати, это улица Шевченко. Спортивные комплексы, тут все есть. Раз. Опа! Опа! Спускаться хорошо. Ну, вроде бы сильного дождя и не будет. Прогуливаемся. Час назад было бы лучше. Ну такая вот набережная в Альметьевске. Вот, в общем, хотел сказать, набережная неплохая. Искусственно засыпано, сделано, оборудовано, все нормально так. Можно покупаться.
поиграть в волейбол пляжный. Ну, в общем, много моментов. Сейчас я вот вдоль серии этих прудов и поеду. Поверните налево, затем поверните направо. Проеду через этот мост. Интересная тема, интересно, подвесной такой мост. Поверните направо, затем поверните направо. Окей, какой тут? Налево, оп. Ба. Неприятная ситуация, конечно, у меня с великом. Багажник походу приходит. Еще непонятно, где ставится. Не, прогуливаться приятно, вот вечером на велосипеде так. Никто тебе не мешает. Вот это, конечно, плюс дорожек. Так, ну вот шиномонтаж. А где у вас какой адрес? Гафиатульна 43А. Парни мне, несмотря на загруженность вечернюю, помогли. Объяснили, что почем. Вот, делает шины. Будем завтра менять багажник. Сейчас вот скручу его. Посмотрю, что куда. И тут магазин, говорят, в 200 метрах недалеко. Сам Бог велел заменить его нафиг и уже не париться.